Здравствуйте, Антонина. Как ваши дела? Как тренировки проходят? Все хорошо, нормально. Сегодня вот последний день, когда нужно подгонять вес. Вот, и завтра взвешивание, поэтому все отлично. Скоро вам предстоит выйти в октагон, и хотелось бы спросить, как прошел тренировочный лагерь и как он отличался от предыдущих. Но этот лагерь достаточно был долгий, потому что первоначально планировалось, бой провести 30 апреля, поэтому начала, подготовку в феврале. Я была в Кыргызстане, потом, мы вернулись в Лас-Вегас, уже продолжали подготовку здесь, и, к сожалению, я получила травму. Вот. И, пришлось перенести бой, поэтому опять же продолжали готовиться здесь, в Лас-Вегасе, потом в Сингапуре, потому что мы летали на бой Валентина, потом опять вернулись в Кыргызстан, и опять мы в Лас-Вегасе. То есть хороший тренировочный лагерь, долгий, и проведенный в разных странах, поэтому, Мгм. наверное, отличен от других. Последние два боя, к сожалению, вы проиграли. И с тех пор какие выводы сделали, что изменилось в тренировках, и в чем стали лучше? Отличий в тренировках, наверное, нет. Продолжаю дополнять свою технику, продолжаю как-то улучшать технику борьбы, грапплинга и так далее, чтобы мои соперницы не могли этим воспользоваться. И именно такие выводы и сделали, что нужно улучшать, улучшать, продолжать работать над этим. И да, продолжать работать над своим стилем. Кортни Кейси, ваша следующая соперница, и изучили ли вы ее лучшие стороны? Я знаю, что она младше вас на 2 года, ее карьера уже как бы подходит к концу. Как готовитесь вообще к бою? В принципе, готовлюсь как к каждому сопернику, серьезно рассматриваем ее бои. Она хороший страйкер, у нее хорошие такие тяжелые удары руками, причем такие серийные. То есть здесь нужно быть аккуратной. Она очень хороша. В основном ее бои, я так видела, что у нее соперницы, которые не хотят работать с ней стойки, они пытаются ее забороть. Вот, думаю, в этом бою будет все наоборот. Она будет идти вперед и пытаться меня забороть. Вот, она очень хорошая в грапплинге, она такая неприятная соперница, потому что на земле, даже в позиции невыгодной для нее, она пытается наносить удары, она и локти пытается наносить, то есть она не дает, так сказать, тебе спокойно занять хорошую позицию на ней, да, она такая постоянно там из любых позиций она может работать. Вот. И она достаточно опытная. Там у нее есть, конечно, какие-то проигрыши, потому что она выступала в другой весовой категории. И проигрыши у нее против таких соперниц, как Клаудия Гаделья и так далее, то есть против опытных соперниц. И ну, это сложный соперник. Я не думаю, что ее карьера идет там на спад и так далее. Я думаю, что она сейчас перебралась в нашу весовую, в 57 килограмм, и думаю, что она хочет здесь подниматься выше и выше. Вот не могу не задать этот вопрос. Как многие отмечают, в последнее время у Кейси функционалка очень хромает, и к тому же она практически в последних боях не делает тейкдауны. По-вашему, будет ли этот бой легкой прогулкой для вас? И некоторые говорят, что UFC специально вам дали такого соперника, чтобы вы закрыли два последние поражения. Это не я задаю, это такие вот мнения есть у аналитиков. Как считаете? Боже мой, я была бы так рада, если бы UFC мне дали вот соперника, чтобы я могла закрыть поражение. Тот соперник. К сожалению, не тот соперник. Потому что UFC, я не уверена, что есть такие, знаете, ну, такие, которые прям вот 100% тебе дадут закрыть поражение. Люди немножко, ну, во-первых, я не знаю, почему вы говорите, это аналитики. Аналитики, по идее, это люди, которые разбираются, да, пусть теоретически, пусть там имеют какой-то опыт, но они должны видеть бойца. И я удивляюсь, почему люди смотрят только на цифры, да, ну, у нее там написано 10-9, да, но это цифра, там какие-то цифры в тейкдаунах и так далее. То есть человек смотрит вот так вот, а дальше туда не видит. Хотя вот аналитики должны заниматься, ну, все-таки другим делом, потому что я понимаю, болельщики, они как бы, ну, не везде разбираются, не везде специалисты. Вот, ну,
То есть это сложная соперница, она достаточно неприятная, она агрессивная, она не делала тейкдауны только по одной причине: она очень хороша в стойке. И ее соперницы пытались ее забороть, поэтому она не делала тейкдаун, ей это не надо было. Вот, поэтому посмотрим, как дело пойдет в стойке. У нее тяжелый удар руками, то есть я не думаю, что она такая прям легкая соперница. Насчет ее выносливости, она работает все раунды, она прекрасно выносливость, она взрывается. Ее последний бой, так сказать, вот я видела с Лианой Джошуа, он как бы не впечатлил, но я бы не стала делать выводы только по последнему бою, как о сопернике. Мгм. Да, и другой вопрос. Крайний ваш бой с Кейси О'Нил был очень вязким, и там исход боя практически решили тейкдауны. Уделяете ли вы больше времени именно защитам от тейкдаунов и грэпплингу, поскольку работа в стойке в клинче у вас прям отличная? Мы это все Да, знаем. уделяю я время. Люди думают, что если я пропускаю тейкдауны, я не уделяю время. Уделяю. Боремся мы каждый божий день. А, Просто кто-то борется лучше, вот и все. В сети у вас не так много интервью, поэтому хотелось бы узнать, какие у вас цели на данный момент в вашем весе, попасть в топ-15 или идти титул, например, за сестрой. Вы знаете, конечно же, цели такие, но просто сейчас эти 2 поражения немножко меня откинули так назад, что мне сейчас нужно позаботиться об этом бое, прежде всего, выиграть его. И, пожалуй, если я выиграю еще пару каких-нибудь боев после этого, тогда уже можно говорить о топ там 10 и так далее, и что-то такое. Потому что на сегодняшний день моя позиция немножко не есть хороша, так сказать. Мгм. Мы часто видим вот в Инстаграме, там, в Фейсбуке или в других сетях у вас на странице вы летаете, хобби, стрельба, практическая стрельба, да? А, Как вы думаете, это не отвлекает вас от боев? Нет, не отвлекает. Я не летаю и не стреляю во время тренировочного лагеря. То есть, когда у меня есть дата, когда у меня есть подготовка к бою, я не летаю, не стреляю. То есть здесь я провожу время в зале и так далее, и полностью посвящаю себя подготовке. Следующий, я в спорте очень-очень много лет. То есть если боец не имеет ничего, кроме спорта, он немножко устает. Поэтому я считаю, что у спортсмена помимо спорта должны быть какие-то отдушины, так сказать, которые помогают ему отдохнуть, когда нужно отдохнуть. Потом, опять же, понимаете, трудиться нужно во время, которое нужно трудиться, отдыхать нужно во время, когда нужно отдыхать. То есть, когда время у тебя отдыхать, отдыхай. Не нужно там и так далее, потому что когда придет время трудиться, ты будешь перегружен, перетренирован и так далее. Поэтому я делаю все вовремя, стараюсь так делать. Причина в этом. Вам почти 38 лет уже, и практически карьера подходит к концу, к сожалению. Сколько еще будете радовать нас боями? И планируете ли посетить Кыргызстан после вашего последнего боя? Так, вопрос по поводу годов я совершенно не принимаю. Я считаю, что боец, пока он, пока его тело работает и пока его дух, так сказать, еще может, он нормально будет работать. Здесь дело совершенно не в возрасте и так далее. Дело в травмах, раз, и дело в твоем ментальном состоянии. Если ментальное состояние нормально, у тебя все будет хорошо. Если травм нет, все будет хорошо. Все, больше ничего не нужно. Возраст — это все, да. Как для мужчин, так для женщин, как для бойцов, так и вообще для людей любой профессии. И да, я планирую вернуться в Кыргызстан, очень хотела бы летом на Иссык-Куль, поэтому да, я думаю, что я вернусь после боя. С Валентиной Шевченко, да? Или одна будет? Не знаю, посмотрим. Я еще не планировала, потому что планы только до боя были. Мгм. К сожалению, у нас очень короткое интервью, и последний вопрос хочу задать. Хочется спросить о третьем бое Валентины Шевченко с Амандой Нунес. Вы все-таки вместе все время проводите.
И как считаете, в третьем бою Валентина сможет ли победить Аманду? И по-вашему, на что должна обратить внимание Валентина? Конечно, сможет она и победить в третьем бою. Здесь, понимаете, опять же, техническая проблема. То есть здесь проблема в габаритах, в весе. Валя уже несколько лет выступает в весовой категории там, 57 килограмм. То есть она после боя не набирает много веса. То есть она полностью подстроила свою жизнь, свой стиль жизни под вес 57 килограмм, правильно? То есть, чтобы ей опять вернуться там в 61 и так далее, это же, ну это не так, что пошел, покушал, набрал 3 килограмма, у тебя же сил не прибавится, да, то есть тебе нужно работать над этим и так далее, тебе нужно вернуть, так сказать, вес, физическую эту силу, это занимает время, то есть это подготовка. Но если все это сделать, если задастся этой целью, хотя я как бы не вижу прям такой большой цели для Вали это, но если только ей это интересно. Да, она сможет, и прекрасно она ее выиграет в третьем бою. Мгм. Вспомнил еще вопрос, хотел задать. Вы вообще в мужских весах какие категории смотрите, какие бои, каких бойцов смотрите именно? Например, вот полусредний сейчас очень такой взрывной Насколько вес, легкий тоже интересный. стараюсь смотреть все бои, да, конечно, там не всегда получается, но стараюсь все бои смотреть, потому что UFC такая организация, в которой дерутся сильнейшие, и бои всегда интересные. Любые, на самом деле, все бои мне интересны. Мгм. У мужчин именно, у бойцов, у кого можно брать пример именно для вас? Для ударника, ну, наверное, в моем случае был бы Израиль Адесаня, потому что он прекрасный ударник, и его защита от тейкдаунов, ну, тоже на высоте и так далее. То есть он именно из кикбоксинга, то есть, ну, как базовый кикбоксер, да, смог прийти в ММА и построить свою карьеру, стать чемпионом UFC. Вот, наверное, его пример, если брать чисто с технической точки зрения. И крайний самый вопрос. UFC организация интересуется ли бойцами из Кыргызстана? У нас тоже очень перспективные бойцы. Хуанычбек, там, Бусурманкул годами не могут попасть по каким-либо причинам. Вы все-таки ближе, там живете, тренируетесь. И как считаете, интересуются ли и следят ли? UFC интересуется, понимаете, UFC интересуется хорошими бойцами. Им, да, интересно расширять свою географию. И, конечно, я думаю, что бойцы из Кыргызстана были бы интересны. Наши бойцы по каким-либо причинам, по каким не попадают в UFC? Ну, во-первых, в UFC, чтобы зайти, нужно иметь хороший рекорд в хороших организациях, то есть чтобы менеджер тебя предоставил, там, матчмейкеру, да, нужно показать, ну, желательно хорошо говорить по-английски. Я не знаю, наши бойцы работают над этим или нет. Да, да. Но это, такое, конечно же, да. Но прежде всего построить рекорд, заявить себя в каких-то, прежде чем, ну, знаете, я хочу UFC, да, все хотят UFC. Ты прежде заявить себя в каких-то, я не знаю, азиатских, там, европейских промоушенах, там, стать чемпионом, там, я не знаю, тех-то промоушенов, чтобы о тебе услышали, чтобы тебя захотели, чтобы тебя посмотрели твои бои и сказали: "Да, мне нравится". Потому что в UFC нету, понимаете, здесь, если боец интересен, тебя подпишут. Большое спасибо вам, Антонина. Я очень рад, что познакомился с вами. Надеюсь, что в будущем тоже сделаем интервью, когда вы в Кыргызстан приедете. И желаем вам победы. Мы все готовы поддержать вас, несмотря на исход боя. Спасибо вам большое. Спасибо большое. До свидания.